машины около карусели и Евроопта, и все сигналящие машины они останавливают. Спасибо. Будем едины. Нужно воздушки ставить, нужно нормально сигналить. Хороший воздух, если подать 5 атмосфер где-то, дунет, так дунет. Здесь я много уже обращалась к людям, а сейчас хочу обратиться к пенсионерам. Да, молодежь может и боится. Это те, у которых дети, которым по 40, по 50 лет, и которых, если за какое-то слово уволят, и они останутся без рубля, то нам не страшно. И вы поймите одно, если вы будете лежать на диванах, и если вы не пойдете за своих детей, внуков и правнуков, то кто? Скажите, кто? И если молодежь наша, видя вот эту жизнь, будет уезжать, значит, в бюджете денег не будет. И мы не получим этих несчастных, кто 300, кто 400, кто 450. А дальше что? И вы продаете за 5% несчастной этой пенсии, которую 5 этих процентов, которых бросают нам на откуп, как собакам кость. Вот вам, нате, 5%. И вы рады. Вот взвесьте каждый, что те 5%. У кого 300 пенсия, у кого 400 пенсия. Что за эти копейки сейчас можно купить? Милые мои, проснитесь, старики, мне стыдно за вас. Мне 79, и я пришла, и пойду еще. Что ж вы творите? Правильно будет пенсию в долларах платить, чтобы вместе с курсом поднималась и пенсия. Потому что поднимается пенсия, но следом потом поднимается курс, а за курсом поднимается цена на товары, короче. И получается, вроде бы тебя подняли на 20-ку, но опустили на 50. Ну, то есть, если посчитать нормально. Так что надо правильно считать. Поставьте. Я все трясусь. Я тоже пенсионерка, не надо обобщать, что мы все там так наплевательски. Прозвучали цифры очень большие. Мне теперь уже и стыдно сказать, сколько у меня. 282. Наверное, вам позволю, как своим друзьям здесь, единомышленникам. В прошлом году моя дочь учитель получила отпускные, сказала: мама, я теперь в октябре только получу, нам за квартиру не будет возможности платить. Ей пришлось улететь в Китай на месяц заработки из своей страны с 2 высшими образованиями. Поэтому, конечно, беспредел, который идет от этой власти, он не сегодня и не вчера начался. Он начался в 94-м с обмана, когда этот человек пришел. Я ни одного раза не голосовала. Стреляли в его Мерседес и прочие обманочки. Поэтому, конечно, надо менять всю жизнь. Мне уже осталось мало прожить, не знаю, дождусь я или нет лучшей жизни. Но я хочу, чтобы мои дети жили в свободной, красивой стране. Живи Беларусь! Да, вообще построено много всяких сооружений, зданий, в принципе, ледовых дворцов, и это неплохо. Но вопрос только один, кто в них занимается. Я иногда приезжаю, смотрю, стоит 1-2 машины под этим ледовым дворцом. Вокруг его должно просто кишить. Должны быть люди там, заниматься спортом, приходить свободно. Свободно заходить, свободно заниматься. Пусть из бюджета оплачивают. В принципе, этот дворец куплен за чей счет? Кто его заработал? И за что платите? Я этого не понимаю. Надо заходить и заниматься спортом за то, что вы уже купили. По-другому как? Раз это построено, и кто-то говорит о том, что это он построил. Нет, построили вы, построили мы. Поэтому этим, я думаю, что можно заниматься и нужно. Спортом, да, заниматься нужно.
Это никто не говорит, что надо там идти водку пить. Нет. Но кто сюда может позволить себе идти, когда работают люди по 12 часов в день, чтобы заработать только на то, чтобы оплатить чьи-то потребности. Чтобы кто-то мог один подъехать и сходить позаняться, к примеру. Вопрос. Поэтому, я думаю, надо начинать с себя, начинать себя научиться считать. Мы просто забыли, что такое считать, потому что у нас нет времени думать. У нас время только есть на то, чтобы работать. А нужно еще оставлять время на то, чтобы посчитать, чтобы осталось это время на отдых. Вот, поэтому все хорошо. И в новой стране для жизни, я думаю, эти вопросы будут подниматься и будут выходить на поверхность и решаться самым лучшим способом для нас, для всех. У кого еще есть желание, пожалуйста, подходите. Я включу пока музыку, а вы подходите. И в залетную мне не давали, а в финале мой путь стал взлетной полосой. Здравствуйте все. Я хочу сказать спасибо вам, что вы пришли. На самом деле вы большие молодцы, что вы в свой выходной нашли время прийти и высказать свою позицию. Я хочу, чтобы вы призывали своих друзей, родственников выходить на пикеты и показывать свою позицию, потому что у меня среди друзей нет уже никого, не осталось ни одного. Мой самый последний друг Ватник, который был всегда за Лукашенко, он вчера говорит, не, уже мне он уже надоел. Если раньше мне нравилось, что я могу на своей работе вторую работу делать или спать, и я видел, что в этом его заслуга, и ему спасибо. Ну, то есть, представляете, какой бред человек говорит. И вот он уже устал от этого, устал спать, он хочет, чтобы сменилась власть. И поэтому рассказывайте своим друзьям, ставьте лайки в соцсетях, пишите комментарии, потому что когда ты видишь, когда пропагандист в своем фейсбуке пишет про то, какой замечательный рейтинг у нашего президента, а внизу у него 5000 комментариев про то, что ах ты продался, вылезал и все такое, то это сплочает нас, это показывает, какой на самом деле рейтинг. Поэтому ставьте лайки, комментарии. Всегда, когда видите какую-то несправедливость, какую-то хрень в интернете, скажите, что, ребята, это все фигня. Мы хотим другого. Высказывайте свою позицию. Я думаю, что здесь на самом деле не безразличные люди, и вы так и делаете. Но показывайте своим примером своим друзьям. Я очень радуюсь, когда вижу в Фейсбуке, что у меня вся лента сменила аватарки там, на сердечко, кулак и победу. Еще хотел сказать про то, что я вот сейчас муссируют ролики, как Лукашенко когда-то говорил, что вы не бойтесь, я 2 срока отсижу и уйду. Ну, и в итоге сколько уже? 6-й, да? Скоро будет 7-й, 8-й. Я надеюсь, что мои дети застанут другую власть. Хотя бы мои дети. Еще хотел бы вам сказать, что чтобы вы смеялись. Смех убивает страх. И на самом деле наш этот таракан, он боится того, что люди его называют Саша 3%. Его это задевает очень сильно. Поэтому я его уже никак не называю, не как Александр Григорьевич, я его называю 3%, таракан, Лукаш, усатый. И мне кажется, что так и надо к нему относиться, потому что когда ты смеешься, то ты не боишься, а боится он на самом деле, потому что его рейтинг впервые пошатнулся за все это время. И последнее, что я хотел сказать, что белорусы, я очень рад, что вы пришли, но мне бы хотелось, чтобы мы просыпались не раз в 5 лет, чтобы мы свою позицию высказывали по каждому случаю, когда нам что-то не нравится. Когда пройдут эти выборы, и мы не знаем результат, но он может быть абсолютно любым, и вдруг мы проиграем, то чтобы мы не вешали носы и не ждали следующих 5 лет. Чтобы мы через месяц вышли на улицу, если нам что-то не нравится. Если нам повысили
цену на воду, значит, чтобы мы вышли и сказали, у нас в Юсрае такая цена на воду. Если у нас упала зарплата, мы вышли и сказали, нам не нравится такая зарплата. Если курс доллара вырос, то мы вышли и сказали, нам не нравится, как вырос курс доллара. Почему у нас зарплата так не выросла? Поэтому живите активной жизнью, политической, или хотя бы не политической, но просто активной. Говорите, если вам что-то не нравится. Спасибо. Я хочу сказать еще, что завтра, послезавтра будет то же самое у нас здесь. Время с 3 до 8 часов вечера. Передавайте друзьям своим, сами приходите. Но я думаю, что послезавтра с 5 часов. Вот, это уже уточнили информацию. Поэтому приходите сами, зовите друзей, сообщайте кому-то там, сарафанным радио, что здесь хорошо. Вот, мы учтем какие-то моменты. Вот, я думаю, неплохо брать с собой зонтик для того, чтобы закрываться от солнца, потому что, видите, жара, от этого мы не можем этим, это предусмотреть и помочь. Но мало ли, дождь начнется от солнца, зонтом накрылись, все нормально будет. Вот. Ну и еще кое-какие моменты учтем. Так что приходите, будем вам всем рады. А давайте проголосуем завтра с 3 или с 5, потому что жара, Кто с 3, пожалуйста, поднимите руки. Готов прийти? Да? Все, с 3. Все, завтра с 3 до 8. Послезавтра с 5 до 9. И во вторник тоже с 5 до 9. Кто просесть, тот придет к 5, сам себе втихаря, там нормально все. Друзей присылайте к 3, нормально. Привет, земляки. Боюсь микрофона, но уже устал бояться на эту жизнь, эту власть дебильную. В далеком 2000 году я присягу, попал в ВДВ, давал присягу на службу своему народу. Кому давали эту присягу вот эти парни, которые бегают, бьют людей? Они что, не могут открыть того человека, который ходит в золотой унитаз, и тех людей, которым после уплаты всех налогов нечего внести в этот унитаз уже? Откуда у них столько злобы? Я не знаю, они с другой планеты или что, ребята. Поехал по нашим бригадам, в Витебскую, в Брестскую. Парень, там не учили, там нету палочек, этих пластмассовых, там нету щелов, там не учат бить людей. Там учат защищать Родину, нас защищать, людей, белорусов. Там этому не учат, он не там ищет поддержки. Я не знаю, если найдется один генерал смелый в этой стране, который просто бригаду поставит, и пускай они воюют с войнами. Ребят, надевайте тельняшки, надевайте береты свои, все служили тут. Надо защищать народ, вот оно время пришло, потому что терпеть больше нечего. Бьют наших женщин, бьют наших детей, бьют внуков, бьют бабушку, бабушке руку сломали. Вы что, изверги, офигели или что? Сколько можно, блин? Ну что, бараны, мы что, должны стоять и бегать для них или что? Я не знаю, мы мужики или где? Давайте покажем, что мы тоже, у нас есть войны. Спасибо большое. Верю вам. Здесь вот подошел человек, говорит, в принципе, я соглашусь с ним, что вот, в принципе, не мы выбирали это место, сами понимаете, здесь малолюдно, мы бы, конечно, выбрали центр, там, где много людей, там, где фонтаны, там, где есть торговые точки, чтобы можно было пойти купить, попить, но нас уже загнали, здесь даже ограничили, зная, что здесь нету рядом ничего. И раньше, допустим, при Советском Союзе, пускай, стояли колонки, воды не было жалко для своих людей, потому что вода нужна для жизни. Здесь нету ни одной колонки по городу, я думаю, их уже позакрывали давным-давно. Вот это забота о человеке. Нету никакой заботы, вообще никакой. Некуда детям сходить, нету горок, нету таких, не знаю, раньше все-таки было веселое детство у нас. Мы находили игры на улице, и очень интересно было. Я сейчас очень мало вижу, чтобы дети во что-то гуляли. Поэтому я думаю, что надо возвращать эти традиции, и чтобы было все для людей, все для нас. Это же не сложно, вообще не сложно. Я не понимаю, для чего это, чтобы барыжить водой там, или что-то, я не понимаю. Для чего это создается, дефицит? Я, наверное, добавлю, когда нам объявили о этих местах, мы ходили на встречу с нашим председателем горисполкома с просьбой перенести
в другое место, например, к тому же торговому центру «Атриум». Но нам на этой встрече сказали, что Ледовый дворец – это самый центр Ленинского района, то есть Октябрьского, прошу прощения. А Олимпиец у нас оказывается в самом центре Ленинского района. Вот такой вот у нас председатель горисполкома, который, видно, очень хорошо знает свой город и говорит, что это самые прям лучшие места для пикетирования и для агитации. Спасибо им большое, конечно. Место неплохое, конечно, но просто оно мало как бы обустроено, скажем. Нету точек торговых, нету, я смотрю здесь, ну как бы нет движухи такой. Вот, поэтому людей тоже мало. Ну, нас много, нас здесь много, поверьте. Нету, каждый из нас, он 10-50 достоин, так что нормально нас. Просто нас не видно, но нас много, поверьте. Кто-то смотрит, кто-то не смог сюда попасть. Я уверен, что нас очень много сейчас. Нас много поддерживает. Даже если нас мало, но мы в тельняшках, да. Все нормально. Довжиться 15-3 годин дня, тут было вельмі шмат народу, это уже потом трошки порасходились люди. Ну, я думаю, что оно будет завершаться. Тут еще люди выказывают в таком формате свободного микрофона. Мы зараз еще послушаем такое музычное сопровождение, музычка. Ну, нагадаю, это пикет по підтримку кандидата Світлани Тихановської, і вводили наш штаб Світлани Тихановської і доверенного посла. Потом прям Олесь Соболец. В других мирах их держится кораблю волна под винтом. Кто там звонит в колокол, по ком звонит в колокол? Не спеши, ты все узнаешь потом. Главный судья. Надеюсь, завтра 15 годин, а удобный день 17. Пока что встречи будут доверенными особами. Коллеги приедут команду Светланы Тихановской, Я очень люблю и народную страну, но я не могу терпеть. Волку, 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 кораблю волна под винтом. Кто-то звонит в колокол, потом звонит в колокол. Не спеши, ты все знаешь потом. Поэтому он их не допустил. По незначительным причинам просто сняли их с выборов и все, с выборной гонки. Потому что он боится. Потому что он, я не буду его обзывать. Хорошо? Просто боятся, как в детстве говорили. Спасибо большое.
я бачу, то давно вже, з самого початку, так? Ну, як враження ви так таку зустрічі? Нормально, конечно, но, честно говоря, хотелось бы больше людей здесь увидеть рядом с собой. Не совсем понимаю, почему не выходят люди. Я считаю, что должен выйти каждый, если он уважает себя в этой стране. И я не понимаю вообще, почему люди не приходят. Почему нас так мало, вообще непонятно для меня. Вот это. Може, просто реклама була мало? Что? Може, реклама була мало? Да, не знаю, тут реклама не знаю. За 26 лет, ну какая реклама? Как не можешь ты понять? Все люди, хочется спросить, что все делают. По-другому. Сегодня такая любимая. Так вот, а тут тоже внимание такое. Вот экран, где можно было смотреть. Ну, такое место выделено на всю ладно. Здорово, свободно. Люди, правда, хоть поховали в стене.
Боевой настрой. Настрой боевой. И поможем. А что людей вот сегодня немного? Я думаю, кому людей не так много сегодня? Я думаю, что мало информативно. Знаете, сейчас много узнал играть. Но остальные еще, во-первых, информацию не знаю. Ну, что информации мало. Ее как-то надо, может, радио есть. Все люди сидят на тех же телеграммах, как радио запускают, прокручивают. Тут я рядом рассказываю, скажем так, оппозиции, для ресурса. У них нема такого административного ресурса, скажем, як у той же Білої Русі, там ті у профсоюзу, ті у БРСМ, які працюють усього державного, скажем так. Можно вас приветствовать. І телебачення, і радіо. Земля из республики. Разваз Беларусь. Член инициативной группы, я, Руслан. Тому інформація може передавати. Нас было двое на весь Полесский куст. Мы вдвоем собирали подписи. Как могли, так и получилось. 4000 в итоге мы собрали. Внесли вклад в это. Если честно, мало отдыхали, больше работали. Но это нам нравилось, это нам было в кайф. Мы больше кайфовали от этого, от этой работы. И ничего нам не нужно было. Нам никто ничего не платил, даже не верьте тем, кто говорит, что нам платил кто-то. Этого не было. Это голая неправда. Что я могу пожелать? Главное, чтобы была вера вот здесь, в сердце. Только вера в себя и ближайшего друга. Зовите с собой друзей, чтобы они могли прикрыть вашу спину, чтобы стояли спина к спине. Не дозволяйте обидеть друг друга. Это они преступники, они могут только обижать тех людей, которые невинны и безоружны. Но они не правы. Сила на нашей стороне. Ибо мы народ, и мы суверенитет этой республики. Мы стоим на защите наших прав. И так должно быть. И милиция должна наши права охранять и защищать. Но не кого-то одного. Сила в правде, брат. Вот в чем сила. Ну, как-то так. Спасибо. Да хотя бы не мешать. Не то, что защищать, хотя бы просто не мешать. Мы сами себя защитим. Добрый день, ребят. Хочу передать, собственно, что выше. Привет из Чауса. Приехали специально, чтобы поддержать вас, и чтобы вы поняли, что и маленькие регионы, в частности, такие города, как Чаус и все остальное, целиком полностью поддерживают вот этих наших кандидатов. Я являлся членом инициативной группы Баварика, собирал подписи и лишний раз убедился, что все против этой власти. Абсолютно все. Только, как правильно сказали, некоторые боятся, запуганы и боятся потерять свою последнюю копейку, которую не получают. Поэтому я считаю, что если мы все поднимемся, а мы должны подняться регионы, мы победим.
Я в этом уверен, потому что сила наша в единстве. Всех Ну, не все 3% все-таки есть и которые против. Вот. Поэтому, скажем так, что есть и оппозиция у нас тоже, понимаете. Я напоминаю, что у нас свободный микрофон. Подходите, говорите. Здесь рот вам никто не закроет. Здесь ребята, когда подсветят, на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день после длительных снов. Рук под кровью, на рукаве мой порядковый номер, на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Круг по крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой
Есть еще желающие, пожалуйста, подходите. Свободный микрофон работает. Спеть, сыграть, танцевать, есть что-нибудь сказать хорошее. Давайте тогда мы не будем. Я, честно, на 5 минут сразу просил выключить. Владимир Іванович, зараз ми запитаємо пару питань у Очень связная история. одного довіреного особи, Шанцева Володимира Івановича. Як вам сьогодні враження ось після першого пікету? Мы здесь с 3 часов, полседьмого, а люди не расходятся. Люди попали на территорию свободы, они хотят жить в свободной стране. И стоят вместе с нами, требуют свободы в стране, требуют перемен и будут голосовать за Светлану Тихановскую. Настрої команди які? Но мы рассчитываем только на победу. Мы, безусловно, уверены, что большинство могилевчан, подавляющее, проголосуют за Светлану Тихановскую. Мы никак не верим в те цифры, которые нам вдалбливает официальная статистика. Всех 176%. Такого не может быть, потому что быть не может. Мы нацелены на, чтобы у нас было много наблюдателей. Мы нацелены на то, чтобы 9-10 августа убедить людей отстоять свою победу. Мы ждем победы, мы ждем перемен. Дякую, Патрик. Я просто додам, что это был первый пикет. Команда, я ще поки, скажімо так, не спрацювалася. Може бути, і дійсно директиви в організації. Але я думаю, що все наладиться. Тим більше, я думаю, що буде шмат людей, коли і сама Светлана Тихановская сюди приїде. Коли люди звучаються на таку територію свободи, приходять і виказуватися. Так само немаловажно. Не только в интернете писать комменты. Бывает, что мне корыстно не сказать просто встречу вживую с людьми. Я не даю понятно, что знаю в этом плане, что... А так она этим занимается, вот, поэтому можно сайт. Это просто неплохо, просто... Не, ну он там просто решается именно... Нет, так у нас
Здравствуйте. Спасибо всем, кто пришел, но мне хотелось бы обратиться не к вам, а тех, кого тут нет. Странно, вот почему-то 400 тысяч населения, собралось нас тут 200 человек максимум, да? 14 числа у Атриума собралось 30 человек, 15 человек ОМОНа, естественно, нас даже никто не это самое, мы просто рассосались в разные стороны и все, на этом все закончилось. Хотелось постыдить могилевчан, но не буду этого делать, потому что уверен, что у многих есть какие-то причины, по которым они тут не пришли. Не потому что страшно, не знаю, но есть причины, по которым не пришли. Вот мелочь, а приятно, да, проезжала, не скорая, как их, пожарные проезжали. Пока они ехали здесь, они сигнал притушили. Что это означает? То есть на самом деле они тут с нами, значит, стоят, правильно? И это приятно. Хотелось бы, чтобы все-таки Могилев проснулся, и не только Могилев, а все остальные, чтобы тоже проснулись. Есть замечательная фраза: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Хотите сделать хорошо, надо сделать что-то самому. Хотя бы вот выйти сюда и прийти. Просто постоять, послушать. Что еще хочется сказать? В общем, надеюсь, что все получится. В конце концов, победа будет за нами. Все изменится. И дети, и внуки наши будут жить в нормальной, хорошей стране, которая будет развиваться, вперед к светлому будущему. Здравствуйте, могилевчане! Я рад вас всех сегодня здесь видеть. Я простой могилевчанин, такой же, как вы. И я бы хотел с вами поделиться одним наблюдением, которое я сегодня заметил. Я смотрю в ваши глаза и вижу кое-что то, чего нет у них. Я вижу искренность и честность, и веру в правое дело. Вам, когда вы смотрите вперед, не нужно стыдливо опускать глаза, как им, когда они лгут. Вам нужно смотреть вперед с верой, и вы это делаете. И все, кто сегодня здесь собрались, вы большие молодцы. В отличие от предыдущего оратора, я не буду винить тех, кто не пришел. Я знаю, все боятся, и я боюсь. Мне было даже страшно подходить к этому микрофону. И вам было страшно сегодня выходить. Но бояться не нужно. Страх – это их оружие. Страх – это наша защита. Я бы хотел сказать, что мы победим, и что победа будет легкой, но это неправда. К сожалению, от каждого из нас потребуются усилия, большие усилия. Белорусы уже приложили огромные усилия. И те кадры, которые мы видели в Минске, показывают, что каждый из нас вносит свой вклад в победу. Я призываю вас сделать хотя бы что-то. Каждый из нас может сделать что-то. Поговорить с родными, близкими, убедить их хотя бы прийти на легальный митинг. Пикет, простите. Это легально, это законно. И здесь нас, надеюсь, не будут задерживать. Так вот, друзья, мы победим, потому что наше дело правое. Спасибо. Всем добрый вечер. Спасибо смелым людям, которые здесь собрались. Я простой строитель, сварщик. До этого политики никуда не сунулся. Говорю, ходил на выборы, не вникал, никаких ни партиях не состоял. Но в один момент меня особенно затронуло, когда Сергея схватили и по беспределу волокли, и что-то кольнуло. И я подумал о будущем моих детей, что их ждет. И я хочу обратиться к людям, которые еще не осмелились выходить. Не бойтесь, пускай боятся те, кто совершает преступления. Мы стоим за свою страну, за своих детей, за своих матерей, как стояли когда-то наши деды в войну. Они не побоялись выйти против немцев с оружием. Всем спасибо.
расходятся на своем экране. Конечно, меньше их стало, чем было. Это просто агитационный пикет. Тут не было никаких таких великих. Главное собирать великие натуры. Просто прийти и познакомиться, может быть, чуть не кандидатов, а наверное. Я думаю, что все, что задумали организаторы, все отрымалось. Уважаемые могилевчане, митинг у нас закончится в 7 часов вечера. Осталось еще 15 минут. Пожалуйста, не расходитесь. То, что вы здесь простояли с 3 часов под палящим солнцем и не уходите, придает нам инициативной группе Светланы Тихановской еще большие силы. Мы еще будем больше стараться сагитировать людей, провести, как-то улучшить свою работу, чтобы 9 августа мы получили тот результат, который с нетерпением ждет вся страна. Мы перед уходом дружно споем, встанем в круг и споем «Стены рухнут». Эта песня потихоньку становится нашим гимном. Давайте дождемся 7 часов, а пока слово музыканту. Канал у вас? 6 ТВ Бай. 6 ТВ Бай. Терка ТВ Бай. Ну, просто у меня батарея сейчас садится. Я своим подписчикам скажу, чтобы они не пал. Тут уже сколько заканчиваем. День отлета, день прилета, свадьбу посчитаем. Написан нашим веком скоростной режим. Мы как птицы, вылетаем. Потому что каждым часом Знания, мы еще дочекаемся, конечно, закончится пикет. Добрий день. А можна кілька слов у вас запитати? Ви з самого початку тут или ні? Ну, а ввогуле якось вам сьогоднішня атмосфера, сьогоднішня зустріча? Я вельми радий, що прийшли люди. Доволі много активності. Я думаю, що кожен раз буде ще більше. Ну, а все-таки хотелось бы больше людей бачить? И як вам такі ось? Я не знаю, я думаю, что любая колькость это добро. Все люди приходят, не боятся, это официальный пакет. Я думаю, что больше информации будет. Кожен раз все-таки будет больше колькость людей. Ну, тобто, ви думаєте, що є такі, ну, у людей боязнь, що їх можуть схопити навіть на легальному пікеті? Так, я думаю, что не все люди знают, что такой пикет зараз не забывается. И по-другое, что было очень много затриманий. Так само были ситуации, когда люди выходили в Могилеве, например, в Ланцу солидарности. И я думаю, что просто это люди думают, что так это так само нелегально. И информация будет распространяться после того, я думаю, что будет больше людей. Это больше тут место такое довольно людное, много машин. И как их это будет добро рекламовано, я думаю, что будет больше людей. Тем более, что тут такая позитивная, добрая атмосфера. И я думаю, что люди будут приходить со своими знакомыми и будет больше. Дякую.
Скажите, можно так само некалькі слов? Можна не сподобатися тобі, про що я скажу. Ні, ну я просто хочу запитати вас. Сьогодні ми бачили, що тут вельми шмат і молоді, і таких людей вже сталого віку. Як ви думаєте, чому різні такі люди приходять, скажімо так, ну, за переміни? Всі виказуються за переміни. Ось чому? Що їм не вистачає? Не хапає побудувати незалежну і життєздольну державу, яка забезпечила кожному чоловіку максимальну його самореалізацію, його дітям. Я думаю, що в Ескетовому хлібі жити. Це не за цим люди сюди приходять. Вони приходять сюди за тим, як громадство, яке буде у державі, максимально могло дати чоловіку самореалізацію. І в особистим, і в огульногромадським. Однако, я все хочу послухати, але я ніяк не можу почути програму справжньої побудови держави. Вельми много пожидания, вот таких вот, что лепей жить, там, ось мы переможем. Я прийшла послухати стратегію на вибори і програму будущого президента. Я этого не хочу. Ну, все ж таки, я думаю, что, скажем так, ну, белорусы все ж таки такие, ну, працовные люди, они ж будують Білорусь, їм треба просто дати більше свободи, і все. Ні. Треба будувати державу, треба навчатися. Це просто так не дається. І коли ви справді добре сказали, що люди працовні, але той, хто вважає себе елітою або лідером, він повинен ведати, куди ми йдемо. І до всіх повинні довести. От ви повинні були підійти до мене і сказати, ви за що? А я вам одразу перший, другий, третій. Так, а може нам треба не лідер, а як, ну, скажем так, огульним неким такой, огульной думкой визначались наші шляхи. Не один просто чоловік і все, за всіх вирішав. А мені все равно, хай би кожен третій там говорив, ну, але я бачила, що йде праця. А ось ми поки що до этого не дійшли до того, що ми повинні попрацювати з ним. Ожидання вельми шмат. Ну, я думаю, що вони ще щось скажуть, ще тільки початок. Я думаю, що час уже було сказати. Ні, ну, у нас же по закону... Вельми захопляюсь люди. І я прийшла, я задоволена. Я побачила, яке виросло молодое покоління. І вони не будуть жити так, як жили ми. Тому я вельми задоволена. Я побачила людей, яким належить будучиня нашої країни. Це приємно. Тому я не розчарована. Ну, я просто думаю, все ж таки люди, які планували пойти у кандидати, у президенти, їх просто не зареєстрували, а у них була програма. А якраз Світлана Тихановська і наш не реєструвалася, у її не було програми, і зараз ось вони як перероблюють там ті програми на ці програми. Тобто в этом, мені кажется, замінка. Ну, я захопляюся Тихановською. Видите чому? Тому що вона показала себе справжнім поплічником свого мужа, скажімо так. І я це вельми моцно поважаю. Зрозуміло, я як політика, я її не відаю. Ось я сюди прийшла довідатися. Спеціально на зустрічу. Я думаю, що це не зустріча. Важно, що я побачила тут. Стою, гляжу и разумею, что нечто новое отбылось, нечто изменилось в Украине. Ну, тут подсказали у комментах, что 21-го она будет выступать по телевизору, по белорусскому каналу, по БТ. И там как раз, может быть, она и озвучит свою программу. Дякую. Спасибо, это была полавковская песня. Друг сочинил, да? Спасибо.
Пробачте, а можна до вас питання? Ви тут цілою сім'єю прийшли? І прийшли відмислово ось на таку зустрічу. Ну і як вам атмосфера, і що ви думаєте по, ну, ввогуле, от того, що відбувається на сцені? Сложно сказать, мы недавно подошли. Интересно посмотреть, послушать. Поучаствовать. Ну, ви так само за перемены? Ну, за перемены. Конечно. Ну, а чого не хапає? Много чего не хапает. Все не озвучишь. Спасибо. Ну, дякую вам. По просьбе оператора нашего защититься летний дождь. Конечно. Память
Бушевали уже? А вам не страшно с таким маленьким приходят на такие мероприятия? Это наш Макар белорусский. Кому повинно быть страшно? Ну, мало ли, некие провокации, там ОМОН, глубинки. Тут же все легально. Потому мы здесь. Напевно, це сьогодні був самий молодший удільник пікету. И налогами тебя Спасибо. Я два слова буквально скажу. Вот сейчас прозвучала песня певца, который погиб в борьбе за свободу, правда, России, когда были лихие 90-е. Может быть, кто-то постарше помнит его слова, что «не вращайте глобус, вы не найдете». На земле с такой страны таких не отыскать, кроме той роковой, которой вы все не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Или «И поверженный в бою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны». Это Игорь Тальков. Он погиб в борьбе за свободу России. Песни эти были, 30 лет уже этим песням. Можно сказать, просто за свободу. Неважно, в какой ты стране, неважно, в каком ты государстве, должна быть свобода. Человек – это человек, прежде всего. Свобода человека. Свободу человеку, да. Ну, зараз организаторы анонсовали такие совместные. Я думаю, что мы сейчас немножко все станем поближе и споем все вместе песню, которая уже сегодня звучала. Многие ее знают, я думаю, поддержат нас. Поддержат Сергея, поддержат Светлану, поддержат страну, поддержат себя. Пойти вместе надо. Пойдемте все вместе. Я думала, мы с Владимиром Павловичем. Ну давай. Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и черники мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем, и если в них не разрушим, то заживо здесь берем. Давай разрушим эти, здесь эти стены стоять не должно, так пусть они рухнут, обещавшие мне давно. И если ты награешь плечом, и если мы награем вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем.
моей машины всего прошло много лет, а сил все меньше и меньше, а стен сносу нет. Я знаю, они гнилые, но слез моих одолеть, когда не хватает сил, и я прошу тебя, свет, давай разрушим эту тьму. Здесь эти стены стоять не должно, пусть они рухнут, обещавшие давно. И если ты наградишь плечом, и если мы наградим вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Деда давно не слышно, злой ветер его унес, но мы с ним стоим все так же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Нам старики объясняют, что стенам вечно стоять, что нам ничего не поделать, и надо терпеть и молчать. Эта история длится, шум нас тяжел, и чтобы расстались не ночью, не столько один ответ. Сергеем, так что Сергей был с нами, так что свободу Сергею, и песню никто не может взять за перед. Спасибо, Могилев! Вы самые лучшие вообще, то есть это здесь просто неземная атмосфера такая, энергетика. Так что вы самые сильные, самые лучшие, самые знаменитые. Тихановская! 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 Все голосуем за Света, за Светлану. Друзья, ждем вас завтра снова с 3 до 8. До завтра. Живи Беларусь!
Слушай, короче, это, поговорите. Ну, як вам, Татьяна? Все нормально сегодня? Да, все отлично. Я очень рада, что все-таки Могилев подтягивается. Еще с учетом того, что это все-таки наш первый дебютный пикет по всей республике. Так что спасибо Могилеву, спасибо белорусам за то, что пришли. Присоединяйтесь, присыпайтесь, приходите завтра и послезавтра. И вером можем, пером можем. Все, дякую. Успіхів вам. Ну що ж, бачите, люди вельми організовано одразу ж розходяться, тобто час витримлюється, в принципі, по закону для них могли щось користуватися. Але ніхто не хоче справдання там порушень ніяких, які б, може навіть і не порушення, але які б могли трактуватися ось на це. Ну, і як сказала вже Тетяна Сиваченко, завтра з 15 годин початок наступного пікета. Ну і потім кожен день, вже ближче до вечора, можна буде підвести і виказатися підтримку Світлани Тихановської, розмовляти з організаторами, з представниками штабу і довіреними особами. Ну а коли приїде сама Світлана, це вже сочетається за обвістками. Дякую всім за увагу. Приємно було, що ви нас гляділи. До побачення.